25 ноябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Аны Манас аэропортунан Жапаров өзү тосуп алды. 26 ноябрда эки өлкө башчы сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир катар маселелерди талкуулашты. Алардын арасында кыргызстандык мигранттардын көйгөйү да бар. Обсудили также и сферу миграции. Подтвердили обоюдную заинтересованность в обеспечении законного пребывания наших соотечественников на территории России, предоставление им достойных условий труда и предусмотренных социальных гарантий. Условились и дальше поработать по линии наших компетентных министерств в этом важном направлении. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жолугушууда мигранттардын турмушун жеңилдетүү, каттоо маселесин азайтуу жана реестрге түшүп калгандарды чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр болгонун Азаттыкка билдирди. Бул боюнча Ички иштер министрлигине жана башкаларга тапшырмалар берилди. Алдыда бул боюнча активдүү иштейбиз дейди министр. Акыркы жылдары Орусия мигранттарга карата мыйзамдарды каталдатты. Ушул жылдын башында көзөмөл реестри ишке кирген. Кара тизмеге кирген жарандардын арасында 75 000 кыргызстандык бар. Мындан тышкары жолугушууда Орусияга товарларын өткөрө албай жаткан тегүүчүлөрдүн маселеси да талкууланып, көйгөйдү чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Владимир Путин ЖККнун саммитинен кийин басма сөз жыйын өткөрүп, чек арадан өтө албай турган ордун ташуучулар тууралуу суроого да жооп берди. По поводу грузов, да, действительно такая проблема возникла. С чем она возникла? С тем, что, не буду скрывать, по моему поручению таможенный комитет и в рамках Евразес наши таможенные органы имеют право на такие действия, начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах, скажем так. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество вот этих грузовиков, как вы сказали, фур, пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще. Да, у нас общее таможенное пространство, общий рынок, свободное движение капиталов и товаров, но каждый такой большой груз, каждая такая фура должна иметь определенный, обговоренный между нами, между государствами набор документов. Их не так уж и много, но они должны быть. Это должна быть бумага, документ о том, что находится в этой фуре, и как минимум должно быть понятно, в адрес какого получателя двигается этот товар. И с первого документа ясно, какую таможенную стоимость, какой таможенный сбор должен заплатить тот, кто пересекает с этим товаром нашу границу, и кто должен заплатить НДС при получении этого товара. Как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт. И, уж простите за моветон, прет просто на нашу таможенную территорию. И Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет. Я, разумеется, проинформировал своих коллег. Мы разговаривали на эту тему и с президентом Казахстана, с Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым. Он все понял. У него нет никаких вопросов и проблем. Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию. Между собой таможенные органы наши договорились, что будет заявлена стоимость этих товаров, которые перевозятся, указан конечный получатель, и мы постепенно пропустим эти грузовики, очереди не будет, пускай это будет, да, это будет фактически почти в рамках зеленого коридора по минимальной стоимости, хоть что-нибудь пусть заплатят для начала, а уже со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех необходимых документов. Если их не будет, тогда мы назад их отправлять не будем. Я думаю, что таможни между собой договорятся, вплоть до конфискации, наверное. Понимаете, там же в фуре там все, от гвоздей до бриллиантов и и до телевизоров. Да? Но пускай запишут хотя бы шнурки.
за 5 копеек. Хотя бы что-то начнут платить. Пусть заявят конечного получателя, чтобы мы и НДС могли получить, пускай небольшой, но просто нужно навести порядок. Там уже 1000 фур прошло. Я думаю, что до конца года никакой очереди там не будет. Жолугушуунун жыйынтыгында эки президент медиага маалымат берип, Садыр Жапаров инвестиция тармагы тууралуу да айтты. Объем российских прямых инвестиций за 6 месяцев текущего года составил $110 миллионов США. Мы всегда приветствуем интерес деловых кругов России к рынку Кыргызской Республики и готовы создать необходимые благоприятные условия для их успешной деятельности. По нашим данным, на ноябрь 2025 года в Кыргызстане действует более 1800 компаний с российским участием, что составляет 1/3 от общего количества иностранных компаний. В целях придания импульса мы всецело поддерживаем инициативу наших российских партнеров по созданию Ассоциации российских инвесторов в Кыргызстане. Ассоциация призвана стать эффективной площадкой для диалога между нашими деловыми сообществами, между российскими инвесторами и государственными органами Кыргызстана. Ал эми орус президенти эки өлкөнүн кызматташтыгында энергетика тармагы маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстанда атомдук электр станция куруу мүмкүнчүлүгү каралып жатканын кабарлады. Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика. Наша страна полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики. «Газпром» поставляет в Киргизию природный газ и подключился к реализации программы газификации киргизских регионов. На эти цели российским концернам выделено более $400 миллионов, что уже позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42%. И эта работа будет продолжаться. Россия также снабжает киргизских потребителей электроэнергией. Наша компания участвует в проектировании и модернизации гидроэлектростанций на киргизских реках. В Иссык-Кульской области планируется совместно построить крупную солнечную электростанцию, а на севере Киргизии новую современную ТЭЦ. Росатом реализует масштабную программу рекультивации площадок уранодобывающих производств. Изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям малых модульных реакторов, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды. Президент Садыр Жапаров орус тили тууралуу да айтты. Сохраняется бережное отношение к русскому языку не только Пушкина, Толстого, но и нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом», в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка. Много совместных проектов по линии Россотрудничества и АНО «Евразия», имеющих важное значение для социальной сферы страны. По инициативе и полном содействии АНО «Евразия» в нашей столице в августе открылся крупнейший не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Центральной Азии парк семейного отдыха «Евразия». Жолугушууда билим берүү, саламаттыкты сактоо, миграция, коопсуздук, экономикалык жана аскердик техникалык кызматташуу жаатындагы бир катар документтерге кол коюлду. Путиндин мамлекеттик сапары 27 ноябрда жыйынтыкталып, аны Манас аэропортунан Садыр Жапаров өзү узатты.